Египетские пирамиды – это не просто древние постройки. Это конструкции, которые до сих пор заставляют инженеров останавливаться и пересчитывать. Потому что ты смотришь на них и понимаешь, это сделали люди. Но одновременно не понимаешь, как именно. Представь, ты стоишь у подножия пирамиды Хуфу, она выше 140 метров. Это как 40-этажный дом, но не стеклянный, а полностью из камня. Ты подходишь ближе, кладешь руку на блок. Он холодный, шероховатый и огромный. Один такой блок весит около 2,5 тонн. Это как автомобиль. А теперь подними взгляд и представь, что таких блоков около 2,3 миллиона. И каждый из них нужно было вырезать, перевести, поднять и поставить на свое место. Без кранов, без двигателей и, самое важное, с точностью, которая до сих пор впечатляет. Теперь коротко о фактах. Пирамида Хуфу была построена примерно за 20 лет. Если разбить это на дни, получается, что строители укладывали примерно от 300 до 400 блоков в день. Это один блок каждые от 2 до 3 минут. Представь этот ритм. Без остановки. Годами. Теперь сцена. Раннее утро. Песок еще холодный. Слышен скрип дерева. Группа людей тянет каменный блок на санях. Веревки натянуты. Кто-то идет впереди и льет воду на песок. Это уменьшает трение. Сзади команды. Крики. Движения синхронные. Медленно, но стабильно. И это не хаос. Это система. Теперь объяснение. Современные эксперименты подтвердили, если песок немного увлажнить, сопротивление снижается почти в 2 раза. То есть вместо 100 человек может понадобиться около 50. Это уже реалистично. Но это только один этап, потому что дальше подъем. И здесь начинается самое сложное. Есть несколько версий, как поднимали блоки. Самая простая – прямые рампы. Длинные наклонные насыпи, по ним тянули камни вверх. Но есть проблема. Чтобы угол был не слишком крутым, рампа должна быть очень длинной, иногда до километра. И по объему она может быть сравнима с самой пирамидой. Это огромные ресурсы. И пока нет четких следов таких конструкций в нужных масштабах. Поэтому есть другая версия – спиральные рампы. Когда подъем идет вокруг пирамиды, это экономит материал, но усложняет контроль за геометрией, а точность там критична. Теперь важный факт. Основание пирамиды выровнено с точностью до нескольких сантиметров. На площади более 5 гектаров. Это как идеально ровное футбольное поле. Сделанная без лазеров и современной техники. Теперь еще одна сцена. Жаркий день. Солнце почти над головой. Камень нагревается. Ты стоишь рядом с мастером. Он проверяет поверхность, проводит рукой, смотрит, как ложится блок. И если он не подходит, его дорабатывают. Снова и снова. Потому что ошибка на нижнем уровне – это проблема на высоте десятков метров. Теперь к материалам. Основной камень – известняк. Его добывали рядом, но внутренние камеры сделаны из гранита, а гранит везли из Асуана. Это примерно 800 километров. Представь логистику. Огромные блоки доставляют к Нилу, грузят на лодки, плывут по реке, потом снова разгружают и тянут к месту строительства. И все это без двигателей. Теперь важная деталь. Внутри пирамиды есть блоки, которые весят более 50 тонн. Это уже другой уровень сложности. И это значит, что технология должна была быть разной для разных задач. Теперь про точность. Пирамида ориентирована по сторонам света с погрешностью менее 0,05 градуса. Есть гипотеза, что египтяне использовали звезды, наблюдали за движением ночного неба и выравнивали оси. Это требует времени, но это реально. Теперь сцена. Ночь. Пустыня остывает. Небо четкое, без облаков. Ты смотришь вверх. Тысячи звезд. И 2 человека держат натянутую нить.
Они фиксируют момент, когда звезды пересекают линию, и отмечают направление. Спокойно, без спешки. Это уже не сила, это точность. И именно сочетание силы и точности делает пирамиды такими сложными. Теперь важный момент. Пирамиды — это не хаотичная стройка, это проект. С планированием, с расчетами, с организацией. Археологи нашли поселения рабочих. Там были жилища, пекарни, склады. Это значит, что стройка была постоянной и хорошо организованной. Люди получали еду, работали сменами. И это больше похоже на масштабный государственный проект, а не на хаотичную работу. И вот здесь начинается интересное. Потому что когда ты собираешь все эти детали вместе, становится понятно. Это не чудо, но и не просто. Это результат огромной системы, где каждая деталь имеет значение. И чем глубже мы разбираем, тем больше понимаем. Вопрос не в том, смогли ли они это сделать. Смогли. Вопрос в другом. Насколько хорошо мы понимаем, как именно это было устроено. Теперь давай разберем процесс по шагам, без догадок. А так, как это могло происходить на практике. Начнем с карьеров. Камень не появлялся сам по себе. Его нужно было добыть. Рядом с Гизой находились карьеры известняка. Там рабочие вырезали блоки прямо из скалы. Инструменты простые. Каменные молоты, долото, иногда медные инструменты. Теперь представь сцену. Ты стоишь в карьере. Солнце уже жарит. Воздух сухой. Слышны удары, глухие, повторяющиеся. Камень трескается по линии. Появляется щель, в нее вставляют деревянные клинья и заливают водой. Дерево разбухает, и давление раскалывает блок. Без взрывов, без машин, только физика. Теперь следующий этап. Обработка. Блок не сразу идеальной формы. Его выравнивают, снимают лишнее, подгоняют размеры, потому что дальше он должен встать точно. Теперь транспортировка. Это один из самых тяжелых этапов. Блок кладут на саня. Деревянные, под них подсыпают песок и начинают тянуть. А теперь важный факт. Эксперименты показывают, группа из 20-40 человек может двигать от 2 до 3 тонн на ровной поверхности. Но это при хорошем сцеплении и координации. А если блок тяжелее, нужно больше людей. Теперь сцена. Ты идешь рядом. Песок под ногами скрипит, веревки натянуты, люди наклоняются вперед. Ритм задает один человек. Крики, команды, шаг, тяга, шаг, тяга. И блок медленно двигается. Не быстро, но постоянно. Теперь важная деталь. Перед санями льют воду. Это не случайно. Влажный песок становится плотнее. И саня не проваливаются, сопротивление снижается. Это простое решение, которое экономит огромное количество сил. Теперь логистика. Карьеры рядом – это удобно. Но не все добывали на месте. Гранит из Асуана – это 800 километров, и его перевозили по Нилу. На лодках, во время разлива реки, когда уровень воды поднимался. Это позволяло подходить ближе к стройке. Теперь представь сцену. Река, тяжелые баржи, на них огромные блоки. Вода спокойная, но груз огромный, и любая ошибка – потеря. Теперь прибытие. Блок выгружают, и снова саня, и снова люди, и снова движение. Теперь главный этап – подъем. И здесь не было одного решения. Скорее всего, использовалась комбинация методов. Нижние уровни – прямые рампы. Это логично, потому что высота еще небольшая. Материал можно подвозить напрямую, но чем выше, тем сложнее. Поэтому возможен переход на другие схемы. Например, короткие рампы с разных сторон или спиральный подъем. Теперь важный момент. Подъем – это не просто тащить вверх, это контроль, потому что блок может соскользнуть, и тогда все. Поэтому использовали упоры, клинья, промежуточные остановки, двигались поэтапно, подняли немного, зафиксировали, снова тянут. И так десятки раз.
Теперь сцена. Ты стоишь на уровне, который уже выше земли. Снизу люди как точки. Блок поднимается. Медленно. Скрип дерева, тяжелое дыхание. Кто-то кричит команду. И движение синхронно останавливается. Фиксация, пауза, потом снова. Теперь установка. Это финальный этап для каждого блока. Его нужно уложить точно, без зазоров. Использовали рычаги. Поднимали край. Подкладывали камень. Сдвигали. Проверяли. Снова сдвигали. До идеального положения. Теперь важная деталь. Между блоками иногда нет раствора. Они держатся за счет веса и точности. Это требует очень аккуратной работы. Теперь про организацию. Это не тысячи людей в хаосе. Это структура. Есть бригады. Есть задачи. Есть контроль. Есть план. Некоторые группы даже имели название. И оставляли надписи внутри пирамиды. Это как современные строительные команды. Только масштаб совсем другой. Теперь важный момент. Сколько людей работало? Оценки разные. От 10 до 30 тысяч одновременно, но не миллионы. И это важно, потому что это делает проект реалистичным. Теперь давай соберем все вместе. Камень добыли, обработали, перевезли, подняли, установили. И так миллионы раз, год за годом. И в этом процессе нет магии, но есть система. И именно она ключ. Потому что пирамиды – это не одна технология. Это сочетание десятков решений, которые вместе дают результат. И чем внимательнее ты смотришь, тем больше понимаешь. Главная сложность не в одном этапе, а в том, как все это соединено вместе. Теперь давай переместимся внутрь. Потому что снаружи пирамиды выглядят как геометрия, а внутри начинается совсем другой уровень. Представь, ты заходишь в узкий проход, он наклонен, потолок низкий, тебе приходится нагибаться. Воздух сухой, тихо, настолько, что слышно только дыхание, и звук шагов по камню, глухой. Ты идешь дальше, коридор поднимается, и ты понимаешь. Это не просто внутреннее пространство, это точно рассчитанная система. Теперь факт. Внутри пирамиды Хуфу есть несколько камер. Самая известная – камера царя. Она сделана из гранита. И это важно, потому что гранит – один из самых твердых материалов. Его сложно обрабатывать даже сегодня. Но внутри ты видишь ровные стены, четкие углы. Тяжелые блоки, которые подогнаны очень точно. Теперь сцена. Ты проводишь рукой по поверхности. Она холодная, почти гладкая. И ты понимаешь, это не случайный результат. Это контроль. Теперь объяснение. Гранит обрабатывали с помощью долотов и абразивов. Например, использовали песок как шлифующий материал. Долго, медленно, но точно. И если нужно было добиться ровной поверхности, они просто повторяли процесс снова и снова. Теперь важная деталь. В камере царя есть так называемые разгрузочные камеры. Несколько уровней каменных блоков над потолком. Их задача – распределять вес. Чтобы потолок не обрушился, это уже инженерия, причем очень продуманная, потому что давление сверху колоссальное. И без такой системы камера просто не выдержала бы. Теперь еще один момент. Внутри пирамиды есть узкие шахты. Они идут под углом и выходят наружу. Долгое время считалось, что это вентиляция, но есть нюанс. Некоторые из них направлены точно на определенные звезды. Например, на Сириус и пояс Ориона. Теперь сцена. Ночь. Ты стоишь снаружи пирамиды. Смотришь на небо. И понимаешь, что эти линии могли быть не случайными. Теперь объяснение. Для древних египтян звезды были связаны с религиозными представлениями. Фараон после смерти считался тем, кто поднимается к богам. И ориентация на звезды могла быть частью этой идеи. То есть пирамиды – это не только инженерия, это еще и символ. Теперь важный момент. Пирамида Хуфу не стоит одна, рядом еще две крупные пирамиды. И если смотреть сверху, их расположение напоминает пояс Ориона. Не идеально,
но достаточно близко это обсуждается. Есть споры, но сам факт интересный. Теперь сцена. Ты поднимаешься на высоту, смотришь вниз и видишь 3 пирамиды, расположенные не в одну линию, а со смещением. Как будто это часть схемы. Теперь вернемся к функциям. Официально пирамиды — это усыпальницы, но есть нюанс. В пирамиде Хуфу не было найдено мумии, ни сокровищ, ни типичных погребальных предметов, только пустые камеры. Это вызывает вопросы. Но есть объяснение. Гробницы могли быть разграблены еще в древности, и это происходило часто. Поэтому отсутствие находок не доказательство того, что это не гробница. Теперь про внешний слой. Изначально пирамиды были не такими, как сейчас. Они были покрыты гладким известняком, белым, отполированным, и отражали солнце. Настолько, что могли сиять на расстоянии. Представь сцену. Ты стоишь в пустыне, солнце поднимается, и перед тобой не темная масса, а яркая, почти светящаяся поверхность. Пирамида как зеркало света. Это уже совсем другое восприятие. Теперь факт. Большая часть этого покрытия была снята в средние века. Его использовали для строительства в Каире, поэтому сегодня мы видим внутреннюю структуру. Теперь важный момент. Пирамиды — это не единичный эксперимент. До них были другие, например, ломаная пирамида фараона Снефру. У нее меняется угол в процессе строительства. Это видно. Как будто они экспериментировали, пробовали и постепенно улучшали технологию. И уже потом дошли до идеальной формы. Теперь сцена. Ты смотришь на эту пирамиду и видишь изменение угла, как след ошибки или корректировки, и понимаешь, это не было идеально с самого начала. Это был процесс. Теперь давай соберем все вместе. Снаружи масштаб, внутри инженерия, в ориентации астрономия, в форме математика. И все это в одном объекте. И именно это делает пирамиды такими сильными. Потому что это не одна идея, это комбинация. И чем глубже ты смотришь, тем больше видишь деталей, которые говорят. Это было осознанное строительство, с пониманием, с расчетом и с целью, которая выходила за рамки просто построить. И теперь давай посмотрим на все это целиком, не по частям, не по этапам, а как на один огромный проект. Пирамида Хуфу — это около 2,3 миллиона блоков, средний вес — 2,5 тонны, некоторые в десятки раз тяжелее. Общий вес конструкции — около 6 миллионов тонн. Это не просто стройка, это система, которая работала десятилетиями без остановки. Теперь представь сцену. Рассвет. Пустыня еще холодная. Солнце только поднимается, но работа уже идет. Ты слышишь скрип дерева, шорох песка, тяжелое дыхание людей. Веревки натянуты. Блок начинает двигаться медленно, но уверенно. Рядом идет человек. Он смотрит на поверхность, следит, чтобы движение было ровным. Сзади команда. Кто-то задает ритм. И это повторяется снова и снова, день за днем. Без пауз на перезапуск. Потому что система уже работает. Теперь объяснение. Самое сложное в пирамидах не отдельный этап, не добыча, не транспортировка, не подъем, а их сочетание. Потому что каждый этап должен работать синхронно. Если где-то сбой, останавливается все. И это требует организации уровня, который сложно представить для того времени. Теперь важный факт. На строительстве работали не рабы, а организованные бригады. Их кормили, им давали жилье. Они работали сменами. Это подтверждают археологические находки. То есть это был государственный проект с управлением, с логистикой, с контролем. Теперь сцена. Ты заходишь в поселение рабочих, глиняные дома, печи, запах хлеба. Люди отдыхают, кто-то спит, кто-то ест. А через несколько часов
они снова вернутся к стройке. И это цикл, который не останавливается годами. Теперь вернемся к самой пирамиде. Ты смотришь на ее форму. Простая, четкая. Но за этой простотой скрывается расчет. Угол наклона граней, распределение веса, ориентация – все это влияет на устойчивость. И именно поэтому она стоит до сих пор. Теперь контраст. Современные здания часто зависят от технологий, от электричества, от сложных систем. И если что-то ломается, начинаются проблемы. Пирамида не зависит ни от чего. Она просто стоит. И это делает ее почти неуязвимой во времени. Теперь еще одна сцена. Ты поднимаешься чуть выше, садишься на камень. Ветер слабый. Песок тихо движется по поверхности. Ты смотришь вдаль и понимаешь, насколько все это масштабно и насколько это было сложно. Но при этом насколько это спокойно. Нет суеты, нет лишнего, только структура. Теперь важный момент. Мы часто задаем вопрос, как они это сделали. Но есть другой вопрос, который не менее важен. Почему это получилось? И ответ здесь не в одной технологии, а в подходе. Теперь объяснение. Египтяне не пытались ускорить процесс, они сделали его предсказуемым. Разбили на этапы, повторяли действия, контролировали результат и постепенно наращивали масштаб. Это то, что мы сегодня называем системой. И именно она решает задачу. Теперь сцена. Ночь. Работа остановлена. Пустыня остывает. Ты смотришь на пирамиду. Она темнеет на фоне неба. И кажется, что она не двигается во времени. Как будто она вне него. Теперь добавим факт. Пирамида Хуфу – единственная из 7 чудес света, которая сохранилась до наших дней. Все остальные исчезли, а она стоит. И это не случайность. Это результат решений, которые были приняты тысячи лет назад. Теперь давай соберем все. Сила была. Инструменты простые, но эффективные. Организация высокая. Знания практические и точные. И все это вместе дало результат, который пережил время. Теперь финальная сцена. Ты снова стоишь у основания, кладешь руку на камень, чувствуешь его холод, слышишь ветер и понимаешь, это не просто объект, это результат тысяч решений, тысяч действий, тысяч людей. И все они работали на одну цель. И вот главная мысль. Пирамиды – это не загадка, которую мы не можем решить. Это пример того, что происходит, когда сложная задача разбивается на простые и доводится до конца. И именно поэтому они до сих пор стоят. Не потому, что это невозможно повторить, а потому что мы редко работаем с такой же точностью, последовательностью и терпением. И когда ты смотришь на пирамиды, ты смотришь не в прошлое, ты смотришь на предел того, что может сделать человек, если он не останавливается.